Можапцыбиков. Избранные труды. Заключительная 21 часть. Продолжение заключительной главы «История монгольской письменности». Маньчжурский язык в письменном виде гораздо дальше сохранялся у монголов по той причине, что маньчжуры заставили ввести свой язык в канцелярскую переписку. Затем, создавая для монголов разные учебники и словари, маньчжуры во многих случаях заставляли употреблять маньчжурское письмо для монгольского языка. Это маньчжурское письмо, в свою очередь, невольно должно было отражать какое-нибудь монгольское наречие вследствие упомянутой выше дифференциации графических знаков. В силу отмеченного обстоятельства маньчжурская письменность не привилась к общемонгольскому литературному языку, который остается до сих пор при своей полифонной письменности. Не будет преувеличением сказать, что при маньчжурских императорах развитие маньчжурского и монгольского письменных языков достигло своего апогея. Последующий период был эпохой постепенного упадка разговорной маньчжурской речи до почти полного ее исчезновения. В этот период сохранился только литературный маньчжурский язык, оставшийся в письменной форме, но монгольский язык до сих пор имеет своих носителей, хотя разговорная речь некоторых из монгольских племен, например, южных, и уже отличается сильным влиянием китайского языка, зато у всех их сохранился единый письменный язык, за исключением добайкальских бурят, остававшихся без собственной письменности. В общем, какие же литературные произведения имеет монгольская литература? От периода расцвета монгольского литературного языка остались два грандиозных памятника. Это Ганчжур, изданный при императоре Инкамголом. Годы его жизни 1661 и 1722 годы. И это сочинение в 108 томах. И Данчжур, изданный при императоре Тенгрин Тетхыксен 1736 и 1796 год его жизни. И эта книга в 225 томах. А также историческая и изящная литература, отчасти переводная. К этому нужно прибавить многочисленные словари, многоязычные и двуязычные, маньчжуро-монголо-китао-тибетские или маньчжуро-монгольские и тибето-монгольские. Все сказанное выше относится к языку и письменности у монголов, долго остававшихся и частью оставшихся под властью маньчжуро-китайцев, но есть иная часть монгольского мира, которая находится под властью другого государства, а именно русского. Связь русских с метрополией была постоянная и беспрерывная, ведь метрополия служила хорошей базой, от которой они получали помощь людьми и оружием. Говорить же о каком-нибудь культурном влиянии, развитии грамотности и тому прочее не приходится. Вместе с русскими пришло и православное духовенство, которое стало ставить своей задачей, помимо духовной пастьбы, еще распространение православия у бурят при помощи администрации, но рассмотрение этого вопроса не входит в мою задачу. В Забайкалье дело шло иначе. К здешним бурятам в конце XVII века начали проникать буддизм и письменность тибетская и монгольская. Следовательно, литературный язык монголов теперь есть достояние не только, собственно, монголов, но и бурят-монголов, пока Восточной Бурятии. В то же время культура монгольских народов под влиянием соседей и развивающейся жизни шла, конечно, вперед сначала медленными шагами, но в последние десятилетия конца прошлого века уже очень интенсивно. В
конце прошлого века железная дорога со всех сторон приблизилась к монгольским народностям, а также к тибетцам, с которыми монголы связаны многовековыми сношениями. Вспомним Сибирский железный путь, который прошел среди бурят-монголов, а далее через Баргу-Горлос и по соседству с другими монгольскими аймаками, затем китайскую железную дорогу, дошедшую до Калгана и Хухохота, английскую, доведенную до пограничного с Тибетом города Дарджилинга, а также приближение к Монголии Семипалатинской дороги и тому прочее. Это обстоятельство уже положило начало усиленным сношениям Монголии с Европой и Центральным Китаем. Усиление сношений с другими, более культурными народностями вносит очень много перемен в жизнь, так как язык и письменность всегда связаны с жизнью, то, следовательно, эти сношения должны дать новые языковые элементы. Сношения монгольских племен с европейцами особенно усилились за последние десятилетия. В 1911 году Северная Монголия объявила себя самостоятельной. Соотношение сил и культурная отсталость заставили монголов обратиться к северной своей соседке. Но спустя короткое время в царской России произошла революция, и там установился Союз Советских Республик. Все старые замыслы были ликвидированы, и жизнь стала строиться на новых началах. Революция, имеющая одной из целей своих освобождение угнетенных империализмом и капитализмом народов Востока, перебросилась сначала в Северную Монголию. Таким образом, Северная Монголия находится на путях к новой жизни, основанной на европейской культуре, так интенсивно идущей к ней из Европы через СССР. Теперь вопрос о языке и его письменности. Новая культура, конечно, ставит вопрос о языке. Язык народности сохраняется настолько, насколько он приспособится к новой культуре. Может ли устоять монгольский язык? Может, но при усиленном приспособлении его к новой культуре. Чтобы усвоить новую культуру, нужно обратиться к запасам своего языка, который сохранился в письменном виде, а где будет недостаток в этом, то заимствовать слова и понятия у чужих языков, приспосабливая к своему родному языку. Необходимость приспособления письма к новому языку признается, без сомнения, многими, если не всеми. Но весь вопрос в том, приспособлять ли старое письмо или создать совершенно новое, не признать за монгольской народностью национально-целевого и культурно единого при упомянутых его достояниях в языковом отношении едва ли можно. Вот мы и закончили избранные труды нашего профессора, ученого Гамбужап Цыбикова. Я еще раз напомню, что начиная с января этого года мы прочитали всю книгу «Буддист паломнику святынь Тибета». Это переиздание. А вообще книга очень толстая, написана крупным шрифтом. Теперь вот научные труды, избранные труды его научные. И большинство этих научных трудов мы уже прочли, но мы пропустили, знаете, материалы к русскому переводу Ламрим Чинпо. Тут библиография и собственные имена. Но тут читать нужно, а не слушать. Поэтому мы это пропустили. И дальше еще один момент. Религиозные, философские школы, понятия и термины. Ну тут термины. Но тут нужно читать, а не слушать. Есть, конечно, еще труды, но пока в этом году мы на этом заканчиваем. В конце хочется еще добавить, что Гамбужап Цыбиков родился в селе Урдага в 1873 году, а умер в 1930 году
и на момент смерти ему было всего-то 57 лет. И дальше, во время своего знаменитого путешествия в Тибет, ему было всего 26 лет. Мы об этом говорили, я еще раз повторяю. Он избежал репрессий, поскольку ушел раньше, в 30-м году. Что бы было бы, если бы он продолжал жить, скажем, до 37-го, 40-го года? Наверняка он был бы, может быть, и репрессирован. И хочется далее отметить, что Гамбожап Цыбиков был мудрым человеком. Его труды, избранные, часть которых мы уже прочли, он, значит, с этой новой властью большевиков не искал конфликта, что говорит о его мудрости. В его научных трудах нет конфликта с новой властью большевиков. Поэтому я еще раз убеждаюсь, что это был в самом деле мудрый, умный человек. И его имя не осталось в забвении, под запретом, как, например, имена других, например, Петра Бадмаева, например. Поэтому, отмечая в этом году его 150-летие, я желаю своим или нашим агинчанам, напоминаю, что можно вернуться, просмотреть или прослушать заново все эти начитки этих двух книг. Они висят в Ютубе. Если не закроют и не заблокируют Ютуб, конечно, их желаю вам всего доброго. До новых встреч.